Девичий культ ловкости и удальства. Многие казахские спортивные игры на этом построены. Вот, например, физкул. Ну как тут не восхититься? А так называемый женский вопрос в степи никогда не стоял остро. Очень часто казахские жены могли подавать на развод в суде. И могли убегать, могли уезжать к родственникам и так далее. И, соответственно, если потом в суд подавала либо жена, либо сам муж, чтобы вернуть жену, судьбиев, естественно, традиционно чаще всего принимал сторону мужа, безусловно. Но бывали и исключения, причем не так уж и редко. Кочевой образ жизни способствовал относительному, но все же равноправию. В отсутствие мужчин женщины сами принимали решения, даже правом голоса обладали. Дамы в возрасте иногда участвовали в курултаях, как, например, хан Шайганым. Если мы даже копнем в более глубокие времена, там в эпоху Монгольской империи, эпоху Золотой Орды, мы увидим, что там, в общем-то, женщины играли довольно значительную роль. Были даже и правительницы из числа женщин, даже официально носившие ханские титулы. Женщины не всегда обладали правом голоса, но те женщины, которые проявили себя именно на дипломатическом поприще, на политическом поприще или же во время военных действий, то такие женщины, конечно же, выступали во время таких всеобщих собраний, съездов и так далее.